Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Глава Халк Маслихаты Туркменистана принял участие в открытии 5-х Всемирных игр кочевников. Инициатива Туркменистана принята 78-й сессией Генассамблеи ООН. Алпарслан Бегенджов стал первым в истории страны чемпионом молодежного первенства мира по вольной борьбе. И другие новости. В субботу председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадак, где ознакомился с проектами объектов второго этапа строительства. В рамках визита он провел рабочее совещание с участием соответствующих руководителей и рассмотрел проекты транспортной инфраструктуры нового города. Гурбангулы Бердымухамедову были предоставлены проекты социальных объектов, транспортной инфраструктуры и материалы для внутренней и внешней отделки зданий. Среди них современный железнодорожный вокзал, многоуровневый мост на трассе Ашхабад-Гёктепе, торгово-сервисный комплекс, арка на въезде в поселок Изгант, здание Тайчанак на пересечении проспектов Акхан и Капедак, проекты освещения города и вида ограждений мостов. В ходе визита в город Аркадак национальному лидеру туркменского народа передали новые международные награды, присужденные умному городу на международной выставке, прошедшей в Республике Корея. В воскресенье национальный лидер туркменского народа провел встречу с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в рамках визита в Астану. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества, основанного на принципах доверия, равноправия и взаимного учета национальных интересов. Особое внимание было уделено перспективным направлениям сотрудничества, таким как торговля, нефтегазовый комплекс, сельское хозяйство и энергетика. После встречи с Токаевым Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в официальной церемонии открытия 5-х Всемирных игр кочевников. Мероприятие прошло на стадионе Астана-Арена под девизом «Встреча в Великой Степи». В этом году в играх принимают участие 29 спортсменов и 6 тренеров из Туркменистана. 6 сентября в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана и при единогласной поддержке государств-членов Сообщества наций была принята резолюция «Игры дружбы Организации Объединенных Наций». 87 стран выступили соавторами этой инициативы. Принятие резолюции является высокой оценкой деятельности Туркменистана, проводимой в области развития спорта, одного из приоритетных направлений государственной политики. 8 сентября на 83-м году жизни скончался Александр Васильевич Масляков, известный советский и российский телеведущий. Его карьера на телевидении началась в 1964 году, когда он, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, впервые появился в эфире. За свою долгую карьеру Александр Васильевич вел множество популярных программ, включая «Алло, мы ищем таланты» и «Веселые ребята». Однако именно клуб веселых и находчивых стал его визитной карточкой. Масляков не только вел эту передачу с 1964 года, но и стал ее руководителем, режиссером, а также президентом Международного союза КВН. Финансовые аналитики прогнозируют появление первого в истории человечества триллионера. Согласно их расчетам, американский предприниматель Илон Маск имеет все шансы достичь этого беспрецедентного уровня благосостояния уже к 2027 году. Основанием для такого смелого прогноза служит впечатляющий темп роста капитала Маска, который в среднем увеличивается на 110% ежегодно. Интересно, что Маск может быть не единственным претендентом на звание триллионера. По оценкам экспертов, индийский бизнесмен Гаутам Адани может присоединиться к этому эксклюзивному клубу к 2028 году. Туркменский борец Алпарслан Бегенджов стал первым в истории страны чемпионом молодежного первенства мира до 20 лет по вольной борьбе. Этот исторический успех был достигнут на турнире в Испании. В весовой категории до 79 килограммов Алпарслан уверенно прошел все этапы соревнований, победив в финале американца Закари Райдера со счетом 5-0. На пути к награде высшего достоинства туркменский спортсмен не проиграл своим соперникам ни одного очка, одержав 5 побед с общим счетом 46-0. Представительница Туркменистана, мастер спорта международного класса Майя Гузель-Акеева заняла 6-е место на турнире по пара-пауэрлифтингу на Паралимпийских играх в Париже, подняв 112 килограммов. Спортсменка выступила в весовой категории до 86 килограммов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.